Якутия моя, Родина моя, тебя в стихах и в песнях прославляю. Ты ласковая мать для якутян, тебя мы любим, почитаем. Якутия моя, страна ты снежной королевы, с пушистым снежным покрывалом, морозами, ветрами и пургой, сиянием северного неба, бриллиантами сверкающих огней. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». И этот праздничный эфир проведем мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 27 апреля, и сегодня в Якутии отмечается особая дата в истории нашей республики. В этот день отмечают сразу два значимых события. Это день образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики и день принятия Конституции Республики. Мы поздравляем всех жителей Якутии с праздником. Ну а начнем мы наш эфир с новостей. Передаем слово нашему новостному обозревателю Василию Радченко. В преддверии Дня Республики лучшим работникам различных отраслей вручили государственные награды России и региона. Глава СН Николаев отметил, что благодаря их труду Якутия развивается и процветает. Вводятся новые объекты. Несмотря на пандемию, социально-экономическое развитие региона остается стабильным. Так, народной поэтессе Наталье Харлампиевой за вклад в развитие якутской литературы и за укрепление литературных связей между народами вручили государственную премию имени Платона Аюнского. Кроме нее госнаграды получили медики, строители, специалисты культуры и другие. Для меня лично очень большая честь, очень волнительно. Хотя указ вышел еще осенью, но никак не получалось. И, наверное, всегда, если награда находит своего героя, это, наверное, награда именно ждала, наверное, чтобы я получила именно в этот день. Это очень волнительно. И, конечно же, на этом, что награду получили и остановились, нет такого. Это еще, наверное, надо больше работать творчески. Двух детей, провалившихся под лед, спасли двое мужчин в Якутске. ЧП произошло на водоеме ТЭЦ в 202-м микрорайоне. Владимир Ершов в этот день приехал с детьми погулять на площади. Дети поехали кататься на велосипедах, а Владимир пошел взглянуть на уток. Мужчина увидел, как двое детей ходят по льду, а через секунду они провалились под него. Владимир крикнул проходящему 40-летнему мужчине. С помощью палки им удалось вытянуть утопающих на берег. Первое, что сказал спасенный мальчик: «Меня мама наругает за новую куртку». Как зовут-то? А, Артем? Не умер, да, чуть? Хорошо? В селе Абага Амгинского района строят новую школу-сад на 225 мест. В данный момент ведутся работы по установке свай. Идет подготовка к бетонированию. На объекте работают около 30 человек. Некоторые из них местные, и есть бригада из Киргизии. Из-за особенностей рельефа в проекте строительства произошли изменения. Так, глубина установки сваи составила 15 метров вместо 8 ранее. В этом году по плану строители должны закончить короб здания, а к сентябрю следующего года полностью сдать объект. Проект с экспертизой разработал Якутагропром проект. И сейчас вот прошлого года идет строительство. Наши рабочие тут ребята работают в порядке 10 человек. И ежеквартально, скажем, да, идет субботники. Мы не настораживаемся, работаем вместе. И население очень ждет этого. А к этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. О государственном статусе как отдельном регионе в составе многонациональной России мечтали все видные деятели Якутии еще в начале 20 века. Мечта сбылась в первые годы молодого советского государства. Постановление в ЦИК вышло 27 апреля 1922 года. Этот день и стал праздничным днем для всех якутян. Что дала государственность жителям региона, как изменилась наша республика за почти столетие. Далее история нашей республики глазами одной семьи.
До обретения автономии большинство жителей Якутской области жили бедно, как и предки супругов Игнатьевых. Родители Людмилы Васильевны – уроженцы Алекминска, Петр Петрович родом из небольшого села Кокуй Кобяйского района. Зовут их Малышев Василий Филиппович и Малышева Татьяна Ильинична. Мама у меня заслуженный работник торговли Якутской АССР. У нас в семье 6 человек. Из беднейших семей. Отец мой, он ни одного слова, вот он умер 100 лет почти, вот, и он не знал русского языка. Тем не менее, как он работал, и все во благо республики. Это не только мы, естественно, это мы так были воспитаны. Супруги бережно хранят военные награды своих отцов. Оба были тяжело ранены, но вернулись домой. Папа у меня, Малышев Василий Филиппович, прошел путь от сержанта до гвардии старшего сержанта. Воевал на Курской дуге, на Доне. Был ранен несколько раз. Участвовал в форсировании Днепра и взятии Киева. Ну и награжден он медалью за боевые заслуги, медалью за победу за Германию и орденом Великой Отечественной войны первой степени. Мой отец призвался тоже в 1942 году летом, вот, неграмотный. Ему далеко за 40 было, под 50 даже было. Вот. Ни слова по-русски не знал, неграмотный, не писал, вместе подписи крест ставил. В начале 70-х годов Петр Петрович и Людмила Васильевна – молодые специалисты. Обоих направили в Вилюйский район. 10 лет Игнатьевы прожили в поселке Газовиков, Кызылсыре. Он был небольшой, всего 3000 населения, мы там прожили 10 лет. Он, конечно, очень индустриально развился. Я сама работала в строительстве, поэтому принимала огромное участие и в проектировании, и в строительстве промышленных объектов. Планы по освоению газовых месторождений Западной Якутии были заложены еще на заре советской власти после комплексной экспедиции ученых 30-х годов. Оттуда, с Среднеленского месторождения, подавался газ именно в Центральную Якутию, в город Якутск. Позже семья переехала в Вилюйск. Петра Петровича назначили главным врачом Вилюйской больницы. 35 коек было, через практически 10 лет это была 120-коечная больница, 6 отделений клинических, 22 врача, в районе 22 поселка. Практически везде открыл больницы, пусть на 10 коек, но обязательно с врачом. Вспоминая годы своей молодости, своих родителей, старшее поколение родных, Игнатьевы радуются успехам нашей республики в самых разных областях. 27 апреля 1922 года Президиум ВЦИК издал декрет об образовании Якутской ССР как федеративной части РСФСР. Вопрос об автономии Советской Якутии возник еще в 1920 году. В это время активизировала свою деятельность якутская национальная интеллигенция. Именно ее представители выдвинули в качестве главной задачи провозглашение автономии Якутии. Имена политических деятелей Платона Аюнского, Исидора Барахова, Максима Амосова золотыми буквами вписаны в историю Якутии. В музее имени Емельяна Ярославского открылась очень интересная экспозиция. Посвящена она столетию образования ЯССР, а особое место в ней занимает одна фотография. Эта фотография, она отражает, именно вот в историческом плане, она отражает эпоху, в которой были запечатлены все вот персонажи этой фотографии. Члены секретариата и президиума первого учредительного Всеякутского съезда Советов трудящихся и красноармейских депутатов. Впоследствии он становится уже вот после этого съезда это высшим органом власти
молодой Якутской автономной Советской Социалистической Республики, которая была объявлена декретом 27 апреля 1922 года. Сам съезд состоялся в декабре и январе 22-23 года в довольно сложной политической обстановке. Тут надо, наверное, сделать небольшой экскурс в ситуацию в Советской России на тот момент, да. Если в центральной части России, скажем, в Сибири и в остальных частях в основном гражданская война уже закончилась, да, ну, кроме Дальнего Востока, то в Якутии она только-только разгоралась. И обстановка эта разрядилась только летом 22 года с прибытием Петроградского полка и приданных ему сил во главе с Байкаловым, который впоследствии вот как раз на первом учредительном съезде Советов, Всеякутском съезде Советов, он был включен в состав президиума этого съезда. И съезд имел громадное значение в плане государственности нашей республики. Начиналась она как раз с этих пор. Съезд он ознаменовал начало парламентаризма, что ли, можно даже сказать. Принцип национального самоопределения, провозглашенный Владимиром Ильичем Лениным, был подхвачен в национальных окраинах, и уже избежать этого движения было невозможно. Амосову, Аюнскому, Барахову, всему руководству республики того времени все-таки удалось этот вопрос продвинуть у руководства, получить одобрение на всех уровнях. В том числе, конечно, закрепилось это знаменитой телеграммой, подписанной Лениным, о том, что вопрос с Якутской автономной Советской Социалистической Республикой должен быть решен положительно. А в небольшом селе столбы хатырыкского наследия Намского улуса расположен музей истории и государственности имени Максима Кировича Амосова. В течение года музей посещают жители со всей нашей необъятной Якутии. Примечательно, что музей был создан по инициативе самих сельчан на основе собранных учителями и библиотекарями материалов. В 1962 году открылся мемориальный музей, посвященный одному из основателей государственности Якутии Максиму Кировичу Амосову. И мы предлагаем заглянуть в музей и пройтись по волнам памяти нашей истории. Перед нами здание Музея истории государственности с самым большим флагом, государственным флагом Республики Саха-Якутия. По мнению многих блогеров, этот флаг является самым большим статично установленным государственным флагом на стене учреждения. Теперь мы пройдем в здание Республиканского музея истории государственности, немного осветим историю образования нашей республики, нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Сейчас мы находимся внутри здания музея, и я сейчас могу вам представить изображение нашего государственного герба, который тоже является самым большим в республике Саха-Якутия, размером больше 6 метров. Кроме этого, у нас имеются экспонаты, которые рассказывают о истории государственности нашей республики. И один из самых первых, самых значимых документов – это архивный документ, подписанный Иосифом Виссарионовичем Сталиным в поддержку того, чтобы предложение Максима Кировича Амосова было поддержано наркомом по делам национальности. Здесь перед вами фрагмент из письма
написано Максимом Кировичем Мосом и отредактированная Владимиром Ильичем Лениным. Отправленная эта телеграмма была конференции бедноты в Чурочинский улус. Перед нами православный крест, установленный в 1923 году в честь образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Этот крест установили гражданин Намского улуса Амосов Егор Исидорович с его женой Ольгой Ионовной. В то время все якуты были крещенные, поэтому вот символом православия являлся крест, и они установили такой вот памятный знак возле Тюбинского наследия Намского улуса. В этом году в Намском улусе отмечается 125-летие одного из выдающихся политических государственных деятелей Ильи Егоровича Винокурова. Поэтому здесь мы хотим показать портрет Ильи Егоровича Винокурова, председателя Совета министров Якутской АССР. И мы помним о его заслуге, о спасении якутского народа и всех жителей Якутской автономной Советской Социалистической Республики от голода во время Великой Отечественной войны. Ежегодно 27 апреля руководители нашей республики приезжают почтить память Максима Кировича Амосова и его соратников в Республиканский музей истории государственности. На 4-м уровне в зале заседаний проводились торжественные мероприятия в честь Дня Республики. Но в этом году мероприятия пройдут в онлайн-формате. Дорогие телезрители, наш коллектив сегодня, в День Республики, объявляет челлендж, то есть вызывает всех вас, особенно наших коллег, подключиться к нашей акции благотворительности «100 добрых дел к столетию Республики». И я призываю вас поддержать нашу акцию, в первую очередь руководителей наших музеев, других учреждений, предприятий, организаций, городов, наследников и районов. Вместе встретим юбилей добрыми делами в честь нашей республики, в честь столетия. Доброе утро. В нашей студии Александр Кимкимен, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, здравствуйте, с праздником. Спасибо, взаимно. В следующем году Якутия отметит столетие со дня образования Якутской АССР. Что принесло Якутии обретение государственности тогда, в 1922 году? Ну, безусловно, для нас очень важно понимать то, что мы в 2032 году будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И вся наша история вот сопряжена дружбой двух народов. А то, что значит, в 1922 году, 27 апреля, вышел декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, которым вот Якутии был придан статус автономной республики под названием Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. И у истоков стояли великие сыны нашего народа: Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков. И я хотел бы отметить, что они были в достаточно молодом возрасте, но ставили очень такие важные вопросы, поскольку мы в свое время были в составе Иркутской области, нами руководили генерал-губернаторы. А вот с обретением автономии, я думаю, что у нас произошел такой взрывной толчок в развитии, социально-экономическом развитии, культурном, образовательном. И, конечно, вот мы должны признать, что именно Советская Россия предоставила нам это право, и мы вот развивались. Я хотел бы отметить, что Максим Амосов одним из первых таких инициатив, я хочу отметить то, что он пригласил специальную экспедицию Академию наук СССР, которая разрабатывала вопросы именно перспектив освоения природных ресурсов, развития промышленности. И благодаря этому сформировался некий план, который в последующем, значит, развивался. Я хочу отметить особую роль создания якутского филиала Академии наук. И вот недавно у нас был Александр Сергеев, президент Российской Академии наук. Это уже как бы второй виток, поскольку мы будем развиваться совершенно в других условиях, потому что в условиях цифровизации это будет совершенно другая история. Александр Николаевич, ну, всем известно, что будущее – это, конечно же, молодежь.
На ваш взгляд, к чему нужно стремиться молодежи и на что им нужно обратить внимание? Ну, с молодежью я дружу, причем с молодых лет, поскольку начиная с 1994 года занимаюсь профессорско-преподавательской деятельностью в стенах университета, который я закончил сам в 90-м году. И вот мы с профессором Федоровым разработали концепцию развития юридического образования в Республике Саха-Якутия. Благодаря реализации этой концепции, вот именно 26 апреля 2000 года образовался самостоятельный юридический факультет, и сегодня он является флагманом Северо-Восточного федерального университета. Мы сегодня разрабатываем много проектов, которые инициируют и поддерживают инициативы студенчества. Например, есть такой проект, который мы инициировали, называется «Студенческая дискуссионная площадка ProLife», которая ведет свою работу под эгидой Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. И мы рассматриваем множество разных вопросов. Вот совсем недавно мы проводили заседание развития творческих возможностей и инициатив молодежи. И у нас очень много креативных молодых людей. Вот, например, есть такой парень Кирилл Третьяков, который создал дом музыкантов. Представляете? И вот у него в каждой комнате там рок-команды сидят, которые вот действительно творят. Или там пригласили Алексея Павлова, креативного художника. Но вообще говоря о молодежи, я должен сказать, что мы, конечно же, должны понимать, что следующие 100 лет, наверное, будут совершенно другие. И в этом отношении у нас есть надежда, что мы там не будем последними, поскольку у нас есть много хороших примеров. 2021 год объявлен президентом России годом науки и технологий. Каков, вот, на ваш взгляд, вклад представителей якутской науки в развитие нашей республики? Ну вот я уже выше упоминал приезд президента Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева, и рассматривается очень много глобальных приоритетных проектов. Вы знаете, что Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, опять же, основателя нашей республики, является одним из таких, ну, будем говорить, продвинутых университетов, который во всех рейтингах, в том числе мирового масштаба, будем говорить, занимает высокое положение. И мы рады тому, что сегодня университет во главе с Анатолием Николаевичем Николаевым проводит очень большую работу, потому чтобы подготовка специалиста была на должном высоком качественном уровне. Это раз. Во-вторых, конечно же, я понимаю то, что сегодня мы должны поднимать роль профессора. Выступая на Российском профессорском форуме в 2017 году, я говорил о том, что профессор – это на самом деле человек, не только тот человек, который зашел в аудиторию, зачитал свой курс и со спокойной душой удалился. Нет, профессор еще должен участвовать в воспитательной работе, потому что студенты – это молодые, красивые люди, но не всегда устоявшиеся, да, и им нужно что-то советовать, направлять там и так далее. Вот я горжусь тем, что в свое время, когда я был завкафедрой университета, значит, Петр Гоголев, тогда студент был юридического факультета, мы ему доверили, значит, студенческий клуб Фемида, чтобы они занимались исследовательской деятельностью. А сегодня он вырос доктора юридических наук, спикера парламента. Спасибо, Александр Николаевич. Я думаю, что сейчас есть замечательная возможность поздравить жителей нашей республики. Ну, я с большим удовольствием хочу поздравить жителей Республики Саха-Якутия с государственным праздником. Күнді Саха-Серинолоқтоқтыры, Эгіні Баргытын, Ититигистигнек Саха Республикатын күннен Эгадалибин. Ну и обращаясь ко всем гражданам, проживающим в нашей республике, хочу обратиться, чтобы вы, каждый на своем месте, хорошо трудились, развивали экономику, социальную сферу, для того, чтобы мы достойно отметили в следующем году уже столетие нашей родной республики. Спасибо, Александр Николаевич. Всегда интересно вас слушать. Приходите к нам чаще. С праздником еще раз. Отличного дня.
Спасибо. Образование ЯССР в 1922 году привело к важнейшим изменениям в политическом, социально-экономическом, культурном развитии края. Было сформировано советское правительство ЯССР, Совнарком во главе с Платоном Аюнским. Создан законодательный орган ЯЦИК. В 1924 году принята первая конституция ЯССР. Каких успехов удалось добиться за это время? Какой была жизнь людей и какой она стала? Сегодня в нашей рубрике «Якутия 20 лет в 21 веке» мы поговорим о развитии человеческого капитала нашей республики. О проекте «Местные кадры в промышленность». Пожалуйста, давайте посмотрим в следующем сюжете. Дать якутянам работу в высокодоходных отраслях. Вот задача проекта «Местные кадры в промышленность». Только в прошлом году получили работу более 7 тысяч якутян. Благодаря программе студенты могут пройти практику и дополнительное обучение в компаниях-лидерах якутской промышленности, а специалисты с опытом устроятся на высокооплачиваемую работу. Один из партнеров программы – компания «Алроса». В прошлом году мировой лидер добычи алмазов принял на работу 1500 участников программы. Проект «Местные кадры в промышленность» стартовал 4 года назад. За это время программа помогла трудоустроить 30 тысяч жителей Якутии. Конечно, недра Якутии – это наше достояние, и добыча полезных ископаемых должна идти при участии жителей нашей республики. Проект «Местные кадры в промышленности» помогает реализовать этот принцип. Прямо сейчас на сайте navachtu14.rf размещены десятки вакансий рабочих специальностей. Если вы ищете работу, рекомендуем зайти на сайт, оставить свое резюме. А 99 лет назад Максим Амосов и Сидор Барахов, Степан Ржаков и Платон Аюнский взяли на курс процветания родного края и внесли неоценимый вклад в его развитие. О том, как Якутия получила автономию и обрела государственность, вы сможете узнать, посетив интересную тематическую экскурсию в историческом парке «Россия. Моя история». И прямо сейчас там находится наш коллега Александр Хавренко. Александр, доброе утро. Какую интересную экскурсию подготовил для посетителей исторический парк «Россия. Моя история»? Да, доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия, доброе утро, республика. Всех поздравляю с этим замечательным праздником. И сегодня я бы хотел немножко познакомить вас с историей этого праздника, немножко рассказать о том, что же мы сегодня празднуем. Ну а где лучше всего знакомиться с историей, как не в музее. И для этих целей сегодня мы выбрали мультимедийный парк «Россия. Моя история». И рассказать об этом празднике, о его истории нам любезно согласился экскурсовод этого музея Айсен Габышев. Айсен, ну, вкратце, доброе утро, во-первых. Вкратце расскажите, что мы сегодня празднуем. Доброе утро. Сегодня мы празднуем День Республики Саха-Якутия, который был установлен Всероссийским Центральным исполнительным комитетом 27 апреля 1922 года. Его, если так можно выразиться, отцами-основателями были 3 человек: Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский и Сидор Барахов. То нужно отметить, что это был довольно-таки большой шаг и прорыв, собственно, не только, получается, для Якутии, но и для советского государства в тот период времени, потому что еще незадолго до этого обсуждался вопрос, каким будет Советский Союз, то есть предоставить ли будущим союзным республикам права автономии, либо же дать им, получается, суверенитет. 10 марта 1922 года происходит у нас фактически смена власти или даже переворот во главе, собственно, Широких Полянских и, собственно, с ранее обозначенным Исидором Бараховым, в ходе которого, собственно, военную вот эту клику во главе с Лебедевым устранили, а впоследствии ее установили фактически автономию. И начали более широкую агитацию среди местного населения, что предотвратило дальнейшую братоубийственную войну на территории Якутии. Давайте теперь пройдем дальше. Есть еще у нас один стенд или тачскрин.
Что на нем мы можем увидеть, что на нем представлено? На стенде представлено, получается, скажем так, это по факту, скажем, билборд, реклама, собственно, тех статей, которые указаны вот на этом таче. То есть они друг друга дублируют, но с той лишь разницей, что здесь сюда может посетитель подойти и, собственно, нажать на то, что его конкретно интересует, и прочитать такую короткую, но довольно-таки объемную по содержанию и информации маленькую статью. Помимо всего прочего, каждая статья сопровождается, разумеется, конечно же, фотографиями тех лет, материалом, собственно, с указанием источников, что для будущих исследователей или просто интересующихся данным моментом в истории, собственно, нашего родного края будет очень интересно. Ну, давайте попробуем непосредственно образование Якутской АСР. Мы нажимаем. И, пожалуйста, вот у нас вся информация об этом дне, что, когда и как произошло, документы, копии документов, вся информация, фотографии, вот, знакомые фамилии Аржаков, Амосов. Собственно, можно вот сюда подойти и на этом тачскрине прочитать всю историю сегодняшнего праздника и всю историю становления якутской государственности. Коллеги, на этом я ненадолго с вами попрощаюсь, и чуть позже мы снова к вам подключимся и расскажем еще кое-что интересное. Новый формат Benetton дарит скидку 10% на всю новую коллекцию по промокоду «Весна». Ждем всех в торговом центре «Айсберг», первый этаж. Евролайн магазин сертификаттарын атылас, онна жол түхілгете проектка кыттыныл. Мусустар 30 күнігер, НВК Саха телевидентигер, буманнык супербиристер ойнын оқтара. Саңа чағынайди. Toyota Camry, Toyota Fielder, Вон сир участага. Оны тағынан, тоймады қачадығар. Үс, көкті! Маны тағынан, атын сәрлақ берістер, жол түхілгете, әндиер. Евролайн магазин сертификаттарын атылас. НВК Саха телевидентигер, буманнык супербиристер ойнын оқтара. Саңа чағынайди. Toyota Camry, Toyota Fielder, Вон сир участага. Үс, көкті! Оны атын сәрлақ берістер, жол түхілгете, әндиер. Эрогей розыгрыш бериштере. УАЗ Патриот, автомат, Kia Rio, мотордах катер, Покровская тракка, сир участога. Bu харчынан 5 миллион. Оннадан 5 сыналах бериштер. Гымыйды кеш күнігер НВК Саха каналыгар, ағас эфирга. Керси апет! Эрогей! Компания «Азбука» принимает коллективные заявки со скидкой до 20% на наборы первоклассников и подарки для выпускников детских садов и школ. Сердце солдата. Читайте в новом журфиксе семейный портрет Саниты и Ерхана, люди-легенды Сергей Африка Бугаев, наши за рубежом в Италии и Индии, шаманы и удаганки, Айлана, Иван Константинов, солнце не садится, звезды вдохновений, следующий выпуск юбилейный. Магазин медтехники «Инфратерм» заключает договоры на поставку средств индивидуальной защиты, рециркуляторов, санитайзеров по выгодным ценам. Акция «Маски по 2 рубля». «Инфратерм» 8 800 250 3901. Доброе утро всем, кто встречает этот новый день вместе с нами. Несмотря на выходной, я думаю, телезрители просыпаются и по традиции смотрят «Утро Якутии». Ну и, конечно, сейчас мы хотели бы передать слово нашему новостному обозревателю Василию Радченко.
Переболевшие коронавирусом восстанавливают здоровье в реабилитационном центре Якутска. Специальное учреждение было открыто 5 месяцев назад. За это время более 300 человек из городов и районов прошли реабилитацию. Продолжительность терапии составляет 14 дней. В программу из методов физиотерапии входят светолечение и магнитотерапия. В центре имеется ряд специализированного оборудования и аппаратов. Немаловажную роль при восстановлении организма играет и лечебная физкультура, которая укрепляет не только легкие, но и позвоночник. Кроме того, пациентам назначают массаж. Для улучшения психического состояния используют специальную световую комнату. Поступление больных идет через участковых врачей, через городские поликлиники, отправляют к нам улусные поликлиники. Основная система отправления – это через единый центр, через систему «Медведь» записываем больных. При выписке у больных увеличивается жизненная емкость легких. Мы судим еще по одышке. У них уменьшается одышка, они становятся более активными, увеличивается толерантность к физическим нагрузкам. Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы МИР к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков. Однако, по оценке экспертов, кредиторы будут охотно внедрять новый сервис. Для них это дополнительное конкурентное преимущество. До сих пор карты МИР можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay. Процедурно регистрация карт МИР в Apple Pay ничем не будет отличаться от карт Visa и MasterCard. Зрители Мирнинского театра побывали на долгожданной премьере. Знаменитую пьесу «Безумный день или женитьба Фигаро» поставил на мирнинской сцене новый художественный руководитель театра Константин Солдатов. Она любима зрителями уже 3 столетия, благодаря интригующему сюжету, полному неожиданных поворотов и блестящему юмору. Главный герой Фигаро собирается жениться на очаровательной Сюзанне, однако на пути влюбленных возникает немало абсурдных ситуаций, превращающих радостное ожидание свадьбы в по-настоящему безумный день. Главная особенность спектакля в оригинальной подаче, считает режиссер постановки. У меня идея такая появилась, и артисты ее поддержали, это сделать такой сериал театральный. То есть мы сейчас увидим одну из частей про Фигаро, про его приключения, а дальше, если зритель захочет, то мы сделаем вторую часть. Все, что здесь есть в этом спектакле, все наше, режиссерское, актерское, это сочинение вокруг, собственно, этой истории. Главная роль досталась Михаилу Сажину. Он признается, что для многих актеров это роль мечты. Чтобы поставить спектакль, актеры репетировали месяц. Артисты Мирнинского театра отмечают, что очень рады тому, что в репертуаре появилась новая комедия, которая была тепло принята зрителями. Ну а у меня на этом все. Хорошего вам дня. Образование СССР дало толчок развитию социальной сферы в регионе, созданию системы здравоохранения и образования, развитию культурных учреждений. В республике уже началась подготовка к столетию Якутской ССР. Сейчас ведутся работы по реставрации памятников истории и культуры. Запланированная реставрация Дома казначейства в городе Якутске, Николаевской церкви XIX века в селе Кердем, Государственного театра коренных малочисленных народов Севера и Якутской балетной школы имени Посельских. Но работы по восстановлению объектов культурного наследия в Якутске еще предстоят. О том, какой район Якутска является исторически подлинным и куда водят туристов местные экскурсоводы, в материале Ирины Григорьевой. Это бывший дом купца Платонова, булунского купца Платонова. И дом был его построен именно в конце XIX века. Краевед Александр Дьяконов знает историю каждого дома на этой улице. Дом бывшего булунского купца Платонова, как и все дома в Залаге, уникальны. Этот район появился еще во второй половине 17 века при воеводе Фомы Бибикова. В туристическом буклете о Якутске район Залага – обязательное место для посещения. Когда туристы просят Александра показать что-то действительно историческое, то он приводит их именно сюда. Люди начинают фотографировать вот эти наличники, вот эти карнизы, вот эти водостоки. Все это всегда очень интересно. То есть именно в этом Залаге, вот именно от этого дерева исходит то дыхание нашего города, старого города.
На эту улицу с покосившимися домами и старыми наличниками туристы ходят часами. Ведь именно здесь, в заложенной части города Якутска, расположены уникальные исторические объекты. Здесь расположено 38 домов, которые имеют архитектурную ценность. В этих домах в XIX веке проживали купцы, торговцы и чиновники высшего сословия. В советское время они были уплотнены и переданы горкомхоз. На этой фотографии это мой старший брат Иосиф, младший брат отца Яков Израильевич и мальчишечка это я. Известный ученый Борис Кришингольц с волнением показывает пожелтевшие фотографии. Теперь это безвозвратно ушедшие. С особым трепетом потомок династии рассказывает о своем родовом гнезде, где каждая деталь напоминает о детстве. Вспоминает, в доме царила особая атмосфера. Старинный дом, сделанный из лиственницы, до сих пор хранит воспоминания. В памяти всплывает большая комната, огромная кухня, а посередине русская печь. В этом доме, ну вот уже считайте, в 50-е, в 60-е годы, до 62-го года, до смерти дедушки и бабушки, значит, жили, во-первых, старший брат моего отца со своей семьей, дальше младший брат моего отца тоже, значит, ну и дедушка с бабушкой. Какая судьба вы хотите, чтобы была этого дома? Значит, я-то бы хотел, чтобы вообще вот эта часть залога, значит, была бы действительно сохранена, реставрирована, и здесь был бы как бы вторая часть старого города. Сохранить и передать потомкам. В преддверии столетия создания Якутской ССР в республике идет активная работа по сохранению исторических объектов. Общая сумма реставрационных работ составит 500 миллионов рублей. Однако эта сумма предназначена только на реставрацию 5 объектов. На днях неравнодушные горожане собрали за 1,5 часа во время телемарафона больше 1 миллиона на реставрацию башни Манчары в селе Майя Мигино-Кангаласского улуса. С 1 июня там будет жить и работать уже бригада из 6 человек, пока 6 человек. Они будут там жить и работать в течение 1,5-2 месяцев. До 1 июня мы будем проводить работу по планированию, так как у нас средств немного, 50% есть, поэтому некоторые вещи нам придется приостановить. Минимум новоделов, максимум первозданности. Это главный приоритет работы якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников. Историки, краеведы и общественники предлагают не создавать копии, а реставрировать и сохранять подлинный облик старого Якутска. Однако живая история в Залоге требует больших вложений. Общественники не отчаиваются. У Якутска есть еще шанс стать живым музеем деревянного зодчества. Мы старше Иркутска, мы старше Санкт-Петербурга. И на самом-то деле мы же должны чем-то гордиться, что-то показывать. Краевед признается, туристы, побродив по Залогу, видят исчезающее прошлое, а он – снесенное будущее. И верит, что общими силами общественников и инвесторов удастся сохранить хотя бы остатки истории. Ведь никакой общественник при полном равнодушии горожан никогда не спасет ни один памятник. Ирина Григорьева, Григорий Григорьев, Якутск. В рамках недели, посвященной Дню Республики в Нерюнгри, состоялся мастер-класс по игре на хомусе. Этот инструмент с удовольствием осваивают как взрослые, так и дети. Попробовала свои силы и наша коллега Ирина Кичигина. Немножко посмотрев мастер-класс, как показала Анна Тарасова. Итак, я беру хомус вот так вот, пальчики буквой «С», прикладываю его к зубам и сейчас попробую несколько звуков извлечь. Как рассказала хомусист-виртуоз Анна Тарасова на своем мастер-классе, игра на хомусе – это всегда импровизация, отражающая внутреннее состояние играющего. Тем не менее, необходимо освоить базовые навыки, чтобы издаваемые звуки варгана сливались в стройную мелодию. Те, кто не первый раз взял в руки хомус, знают, что этот инструмент не так прост, как кажется. 2 года назад начала на хомусе, мы пошли в музей, я там себе, наверное, все губы отбила, было не очень приятно, но я не остановилась и продолжила, и вот в итоге вместе с Анной учусь и выступаем. Однажды я протирала салфетками хомус и дала своей подруге, она, наверное, у нее кровь вот так вот пошла из губы, такая, ничего страшного, я тоже так же мучилась. Об истории хомуса, знаменитых хомусистах Якутии, лучших мастерах по изготовлению хомуса рассказали участники ансамбля «Чоранчик». Маргарита Попова создала якутский национальный ансамбль «Чоранчик» более 25 лет назад. Сейчас он насчитывает более 40 участников. Они показали свое мастерство и в конце пригласили всех присутствующих на общий флешмоб. Сегодня на мастер-классе, когда я услышал, как преподаватель с детьми играет, вообще прям душа разворачивается и сворачивается.
получается. И я думаю, что учение игры на этом инструменте я продолжу. Сегодня был флешмоб на этом мастер-классе. Я с удовольствием в нем поучаствовал, почувствовал, что этот инструмент мне нужен. Мастер-класс показал, что игра на хомусе доступна всем. Главное в тренировках проявлять упорство и иметь огромное желание овладеть варганом. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Доброе утро! У телевидения и интернета есть одно важное преимущество. Всегда можно заглянуть в прошлое, ведь интересно, как жили раньше наши родители, деды и прадеды, о чем думали и мечтали. И вот мы предлагаем сейчас вам посмотреть сюжет из архива Госфильмофонда, сюжет, который прошел в эфире центрального телевидения страны, известного якутского тележурналиста Вячеслава Степанова о всероссийской переписи населения 1988 года. Кстати, как раз в этом году в стране у нас пройдет очередная перепись населения. В труднодоступных районах Якутии она уже завершается. Если Карелию называют краем тысячи озер, то Якутия вполне заслуживает того, чтобы ее именовали краем тысяч рек и озер. Ведь на каждого жителя автономной республики, а их число несколько лет назад превысило 1 миллион, приходится по одной реке или озеру. Вот одна из красивейших рек – Майя. На берегах ее живут охотники, геологи, метеорологи, но добраться до них можно лишь сейчас, когда река игриво несет свои воды в вековой тайге. Потому специальным решением в труднодоступных уголках нашего северного края перепись началась еще в сентябре. Мы со счетчиками поднялись вверх по Майе километров 30 и свернули в небольшую протоку. Двери жилья, коровника, амбара открыты, но никого нет. Впрочем, что здесь удивительного? В тайге у людей нет запоров. Лишь к вечеру по реке разнесся бодрый звук моторной лодки. 2 пожилых людей причалили к берегу. Как потом выяснилось, у стариков в километрах 5 есть покос. Вот и потрудились там. Счетчикам они не удивились. Люди свои. Да к тому же заезжали 9 лет назад, тоже переписывали. А сейчас Семену Дмитриевичу Кириллину 71 год. Татьяне Васильевне 68 лет. По национальности венки. В молодые годы были колхозниками. Потом работали в лесном хозяйстве. Сейчас оба на пенсии. На этой усадьбе видишь живую связь времен. Вот сейчас старики мнут кожу на старинном ручном приспособлении толкы, а вечерами слушают транзистор, подключают к аккумулятору телевизор. Словом, скучать и грустить от старости Кириллиным некогда. Не забывают дети, заезжают охотники и рыбаки. Прощаясь, Семен Дмитриевич улыбнулся. Однако до следующей переписи. Вот такой вот интересный материал. Но сейчас у нас в гостях, дорогие друзья, руководитель Саха-Якутия-Стата Ирина Кулунтарина-Гаевая. Доброе утро. Ирина Кулунтарина, доброе утро. С праздником вас. Насколько сейчас изменились условия работы переписчиков вот за эти 32 года? Да, перепись как проводилась 32 года назад в отдаленных и труднодоступных, практически так же она проводится и сейчас. Точно так же работают переписчики, точно так же работают в таких же сложных, трудных условиях, точно так же заполняют переписные листы. И даже большая часть вопросов, собственно говоря, в переписных листах осталась одна и та же. Пол, возраст, образование, национальность, жилищные условия. Большая часть вопросов из переписи в перепись переносится каждый раз в каждую перепись, чтобы можно было сравнить, а как меняется наша жизнь, и можно будет даже узнать, как изменилось вот за прошедшие 32 года, что было в 88-м и что будет по итогам этой переписи. Точно так же переписчики преодолевают, прям героически, можно сказать, преодолевают расстояние до отдаленных и труднодоступных территориях. У нас есть воспоминания участников вот последней переписи 2010 года. В отдаленное село Хонгёр-Бие Намского района переписчики добирались, вот тогда перепись была в отдаленных в сентябре, это была самая распутица, добирались на УАЗиках, на вездеходах, вот на перекладных, туда добрались, доехали, перепись провели, тут началась полностью непогода, дорогу полностью развезло, ехать не на чем. Но все знают, что в статистике четкие сроки, четкие графики, все должно быть вовремя, переписные бланки по завершении переписи должны быть доставлены, и вот инструктор, переписчики с бланками под мышками пошли
шли до ближайшего села, где могли бы уже сесть на машины. И там, значит, были трубы газопровода, и они до ближайшего села по этим трубам прямо и шли. Целый день шли, не успели досветла дойти, и, значит, ночью идут по трубам, и вдруг услышали рев медведя. Там затаились, пересидели. Значит, услышали, поняли, что медведь ушел, потом всю ночь жгли костер, досветла пересидели. Ну вот, то есть каждую перепись, 10-й год, это как было совсем да? недавно, да. Например, наши переписчики уже работали в качестве переписчиков на слете оленевода на Барском районе, на съезде Чукчей, в Нижнеколымском, в селе Колымское Нижнеколымского района. Работали даже на фестивале рыболовов «Мормышка-2021» в Жиганском районе. То есть переписчики доходят довсюду. Познакомились в селе Казачье Устьянского района. Радушно встретила наших переписчиков и ответила на все вопросы. 101-летняя долгожительница Слепцова Евдокия Егоровна. Также познакомились наши переписчики в Момском со старейшиной, носителем венкийской культуры Слепцов Иннокентий Егорович. Вот он встретил нашего переписчика в национальном костюме, ответил на вопросы переписи, поделился о своей жизни. Вот как раз вот эту историю о нем наши слушатели могут познакомиться на нашем сайте Саха-Якутия-Стата, sakha.gks.ru. Перепись дарит удивительные встречи с удивительными людьми. Ирина Култарина, а как будет проходить перепись предстоящая, да? И чем она будет отличаться от предыдущей? Да, вот как мы уже сказали, перепись в отдаленных трудоступных, она проходит практически вот так же, как и 30 лет назад, 10 лет назад. А вот перепись в основной период, который начнется с 23 августа и до конца сентября, она уже даст возможность нам использовать новые цифровые технологии. Можно будет из любого, собственно говоря, места переписаться на портале госуслуг, используя любое мобильное устройство через сеть интернет. Правильно понимаю, что можно самому, то есть подать заявку и как бы принять участие в переписи? Да, это даже все проще. Не подать заявку, зайти на портал госуслуг, найти вкладку «Перепись населения» и самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Делается все просто, буквально 10 минут времени, и вы выполнили свой гражданский долг. А скажите, а в чем важность переписи населения? Какую пользу она приносит республике? Только перепись. Вот многие говорят, да, что зачем перепись, столько много информации о нас хранится и в пенсионном, и в налоговой, и даже у сотовых операторов. На самом деле это так, информации хранится много, но на сегодняшний день нет такой технической возможности, нет таких программных средств, чтобы всю эту информацию, хранящуюся в разных ведомственных источниках, связать и увязать и получить вот необходимую картину, нужную. Кроме того, ни один источник имеющейся информации не содержит такой уникальной информации, как национальность, владение родным языком, источники средств существования, источники доходов, миграцию населения. Эту информацию можно получить только опросив каждого гражданина, каждого жителя из переписи населения. И потом полученные данные, это фактические достоверные данные о каждом буквально жителе нашей республики, нашего района, населенного пункта. И все вот эти данные становятся базой и основой для разработки нацпроектов, программ по повышению качества жизни населения. Можно узнать, сколько детей уже подрастает, скольким детям нужно уже думать о строительстве детских садов или школ, потому что только перепись населения дает о фактическом состоянии дел. Любые другие административные источники, они привязаны к месту регистрации, например, да, хотя бы это уже не дает вот такой сиюминутного, сегодняшнего состояния дел. Ирина Култарина, какими будут ваши пожелания населению в День Республики? В наше время всем жителям нашей республики я желаю, конечно же, прежде всего здоровья, я желаю счастья, благополучия, и я призываю всех наших жителей принять участие в переписи населения и сделать это максимально безопасным способом на портале госуслуг. Спасибо вам большое. Доброе утро. Еще раз с праздником. Спасибо. Национальный костюм для любого народа – это воплощение всех его особенностей, культуры и традиций. Каждая нация может гордиться особенной одеждой, которая хранит в себе частичку прошлого и позволяет сохранять национальную идентичность. В Якутии проживают люди более 100 национальностей.
Сейчас с нами на связи вновь с исторического парка «Россия. Моя история» наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, доброе утро. Еще раз доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия, доброе утро, Республика. Еще раз поздравляю всех с праздником. И мы продолжаем нашу небольшую праздничную экскурсию по историческим вехам Республики Саха-Якутия. В первой половине передачи мы познакомили вас с историей этого праздника. Собственно говоря, рассказали о том, как в начале Советского Союза, в начале становления новой государственности, собственно, появилась у нас якутская автономия. Сейчас мы сделали очень большой скачок и перескочили аж в 1990-е годы, которые для нашей республики тоже были очень знаковыми и очень важными. В чем же важность этих лет и в чем важность именно 27 апреля нам сейчас расскажет наш тоже собеседник Айсен Габышев. Айсен, ну, собственно говоря, что мы сейчас можем рассказать интересного? Ну, насчет 90-х годов, 27 сентября, как мы все знаем, 1990 года подписывается декларация о суверенитете Республики Саха-Якутия в составе Российской Федерации. Ну, собственно, пока что еще РСФСР и так далее. Но начинается новый этап в развитии, собственно, государственности Якутии. 2 года спустя, собственно, принимается и вступает в силу именно Конституция Республики Саха-Якутия, и утверждается, получается, ее название, герб и символика и прочее в 91 годах и так далее. Касательно Конституции. Его приняли, собственно, решили принять, и чтобы он, собственно, вступил в силу 27 апреля, ну, чтобы показать тем самым преемственность. Как мы знаем, собственно, как уже ранее говорили, 27 апреля 1922 года у нас устанавливается Якутская автономная ССР в составе РСФСР. И, собственно, чтобы обозначить как-то это знаменательное событие, решили, собственно, и приурочить подписание новой Конституции именно к этому празднику. То есть сегодня мы начинаем День Республики и День Конституции Якутии? Да, собственно, отчасти так. И тут у нас, если говорить о, собственно, самом контенте нашего музея, есть вот такой тачскрин и стенд, посвященный как раз-таки именно постсоветскому периоду в Якутии, то есть и установлению новой государственности. И тут, получается, есть доски, посвященные именно основам государственного устройства Республики Саха-Якутия. Тут мы видим, собственно, и флаг, и символику. Тут и маленькая статья сопроводительная, как раз-таки рассказывающая нам о первых вехах, собственно, нашей республики в 90-х годах и о том, как, собственно, все изменилось. И символика, получается, и появление нового, получается, основного закона республики и так далее. Большое спасибо, Айсен. Ну, теперь, я думаю, ни у кого не осталось вопросов о том, какой же праздник мы сегодня отмечаем. Я еще раз поздравляю всех наших зрителей, всех жителей Республики Саха-Якутия с этим праздничным, с этим радостным днем. Тем более, что сегодня день выходной. Всем хорошего настроения, доброе утро и приятного всем дня. Коллеги, вам слово. Спасибо, Александр. Очень многое из того, что мы сегодня имеем в нашей республике, стало следствием создания ЯССР, обретения регионом статуса автономной республики в составе РСФСР. Образование СССР стало одним из наиболее значимых событий истории Якутии 20 века. И надеемся, что в следующем году мы достойно отпразднуем столетие этого исторического события. В этих краях нас погода не балует. В этих краях не везде есть пути. Холодом веет и небо, и камень. Древний свидетель былой мерзлоты. Многих судьба разбросала по свету, а для кого-то ты стала судьбой. Сколько бы жизнь не меняла сюжеты, сердцем Якутия буду с тобой. Новый формат Benetton дарит скидку 10% на всю новую коллекцию по промокоду «Весна». Ждем всех в торговом центре «Айсберг», первый этаж.
Национальный театр танца имени Сергея Зверева-Кылуола к юбилею Юрия Михайловича Федорова представляет спектакль «Кулустай берген» по мотивам Олонхо Сергея Зверева-Кылуола. Спектакль состоится 28 апреля в 18:30 в Доме дружбы народов имени Кулаковского. – 2014 год для жителей Якутии был ознаменован открытием нового мощного МРТ-центра «Виктори Клиник», оснащение которого отвечает международным стандартам. Сегодня МРТ-центр «Виктори Клиник» отмечает свое 7-летие. За это время было проведено более 60 тысяч исследований, и с каждым годом довольных пациентов становится все больше. В МРТ-центре проводится суперсовременное МРТ-исследование всего тела Total Body. Это комплексное МРТ головы, тела и суставов выявляет мельчайшие анатомические изменения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. Более 800 человек уже прошли это передовое обследование в Якутске. Рады сообщить вам, что в МРТ-центре «Виктори Клиник» есть возможность бесплатно пройти обследование по медицинской страховке ОМС. МРТ «Виктори Клиник» – моя уверенность в завтрашнем дне.